Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся в селе Выльгард, на полях. Здесь вовсю идет процесс строительства. Вот сосед строится, вот там кто-то сибдом строит. Мы возводим дом из бруса. То есть, как видите, у нас первый этаж практически готов. Дом у нас большой, 12×8 на ленточном фундаменте. Ленточный фундамент мы сделали в летний период. Сейчас начинаем возводить стены. Точнее, уже заканчиваем возводить. И я думаю, нам еще где-то недели-две максимум, и мы добьем крышу. Будет такой большой одноэтажный красивый дом. Внутри дома мы делаем частичную острожку. То есть делаем стены гладкими, декоративно приятными такими. То есть они гладкие, и две декоративные фаски такие еще проводим рубанком. Такой есть у внутренних стен законченный вид, красивый вид. А в ближайшее время наши заказчики просто не будут в этих местах делать отделку, и так эксплуатировать это тоже очень удобно. Потому что надо будет делать, там, устанавливать окна, утеплять полы, перекрытие, заниматься коммуникациями. Отделка в некоторых местах может и подождать. Абсолютно верно. Далее, что касается по стенам. Их в дальнейшем я рекомендую шлифануть шлифовочным кругом зернистостью 120. 120-ки такие лепестковые продаются. Или шлифмашинкой, или болгаркой пройтись. Они будут гладкими. Сначала, там, допустим, 60-кой, 80-кой, потом 120-кой пройтись. Они будут гладкими. Вы снимете экстрактивные смолы, которые выделяет древесина. Древесина — это такой природный материал, в нем есть смола, которые экстракты, приятно воздействующие на организм человека, которые оздоравливают его. Но эти смолы, они препятствуют проникновению, допустим, краски, лакокрасочного покрытия в древесину. Поэтому надо сначала данную смолу сошлифовать. Ну, шлифовка позволит еще сделать то, что вы выровняете, идеально выровняете стену. И когда будете наносить краску, текстура будет абсолютно ровная, гладкая. Будет красиво. То есть мы сначала рубаним, делаем декоративные фаски. Потом в дальнейшем, захотите мы, захотите сами, простая работа, можно и самим шлифануть. Стена гладкая. И после этого можно уже наносить какое-либо лакокрасочное покрытие. Вот. Понесло меня, конечно, в это направление. Потом как-нибудь расскажу, что за краски бывают. Лазурь, есть масла для древесины, есть просто краски. Там есть грунтовки, антисептики специально для древесины, которые сохраняют ее. Блин, как много всего люди придумали. Я выделю ролик и специально заеду в магазин и расскажу о тех лакокрасочных изделиях, которые помогают сохранить древесину и придать очень красивый, эстетически приятный внешний вид. Сделаю. А сегодня, ну, давайте пробежимся. Я покажу вам ту красоту и то качество материала и красоту. Видите, я больше строитель. У меня есть минус. Я не умею снимать готовые дома. Я умею снимать дома в процессе. То есть мне нравится сам процесс строительства. У меня есть минус, я не умею продавать готовый дом. Ну, такой, показать его красиво. Я просто строитель. Я показываю сам процесс. Но именно, понимаете, в нюансах дьявол кроется в мелочах. Вот именно вот в этих нюансах, на которые я видео, фото и обращаю внимание, вот в этом и заключается качество строительства. Вот я показываю, какой узловой элемент, как мы делаем. То есть не так просто пилой пробежались, что-то натыкали, какие там узлы, как они сделаны. Нет, я показываю детализированно, насколько качественно мы работаем, чтобы вы понимали, как качественно, какие крепежи мы применяем. То есть очень детально показываю, чтобы вы оценили качество нашего подхода, чтобы были уверены, что вам построят качественный дом. Причем были уверены еще на этапе консультации или до этапа консультации. То есть четко знали, они нормально работают, к ним можно прийти. То есть я стараюсь вот так вот. Ну и надо как-нибудь научиться показывать. Научиться показывать уже конечный результат. Этот дом я покажу где-то недели через две. Ту красоту, которая будет.
Пойдемте внутрь. Обратите внимание на стены. Гладкие, ровные, аккуратные, рубанили и делали вот декоративные фаски. Пахнет приятно деревом, смолой даже. Как видите, мы заканчиваем возведение дома. Первый этаж уже готов. Монтируем обвязочный брус сечением 150 на 200. Сюда пойдут вот балки пола, точнее потолка. Потолочные балки с сечением 100 на 200 большого сечения, чтобы можно было полноценно, нормально утеплять. Но эти балки не прогибаются. Вот длина пролета 4 метра. Они на длину 4 метра не прогибаются. То есть полноценно несут свою нагрузку. При строительстве мы применяем вот такой джут. Широкий, 6-8 мм, прошитый, качественный. И вот так раскладываем его по всей длине пиломатериала. Видите? То есть он раскладывается по всей длине бруса, раскатывается. И на него уже укладывается следующий венец. Но этот венец нагелями скрепляется с предыдущим венцом. Вот пример. То есть нагель утоплен и скрепляет венец с предыдущим венцом. Ну, наша короночка — это узловые элементы, все четко, все под карандашик, видны следы от карандаша. И вот идеальные наши пропилы. Ну и нагеля, вон видно, с каждой стороны обязательно. Обязательно. Возле каждого узлового элемента и везде с шагом примерно 1,5 метра. Очень большой одноэтажный дом. Ну и стены. Как выглядят стены, которые мы строгали. Видите, какая красота. И вот стены, которые не строганные. Вот не строганные стены, присмотритесь. Это просто брус. Первый, второй сорт. А вот стены, которые строгали. Как-то поприятнее, да? Да. Я рекомендую вам делать острожку. Реально, в первое время сэкономите деньги на отделке. Есть чем заняться, есть куда деньги тратить. Вот у нас последний пошел венец, последняя деталь на обвязочный венец потолочный. И вот половые балки уже нас ждут. Вот плотник замерил при вас. Вот сейчас расчерчивает, как пойдут лаги. Ну и будет запиливать. Вот у нас Сергей, инженер-проектировщик, четко сказал, с каким шагом, как они должны быть. То есть, как располагаются лаги. И мастер по четкому заданию производит работу. Василий, какой шаг? 68 по осям. 68 по осям. Это 580, значит, между лагами. Это к чему я так спросил? А спросил к тому, что мы делаем 580 миллиметров между лагами, половыми, потолочными и по кровле. Это связано с тем, что в дальнейшем вам необходимо, или нам, если обратитесь, утеплять перекрытие, утеплять кровлю. А утеплитель продается 600 миллиметров, а мы делаем 580. То есть чуть-чуть поуже, чтобы утеплитель был так плотненько вошел в распор, чтобы не свищей там, вот идеально сел. Вы понимаете, да? То есть он плотно-плотно сядет, ни мостиков холодно, ни свечей у вас не будет. То есть мы заранее продумываем, наш Сергей, инженер-проектировщик, заранее спроектировал шаг,
И мы четко по проекту, учитывая строительные материалы, ну, для утепления, это все учитываем, ну и уже готовим, чтобы вам в дальнейшем было легче утеплять. Да, подожди. Давай. Село. Пойдем посмотрим, как четко все село. Так, посмотрите, насколько идеально все село, да, в пазик. Все четко. И давай посмотрим с другой стороны. И здесь все четко. Посмотрите, какие четкие у нас пропилы. И как мастер идеально загнал вот в этот шип, в этот паз. Ну, все узлы у нас такие четкие. Видите? 7 раз отмерь, потом прочерти, потом пропили. Поэтому получается вот такие идеальные узловые элементы у нас. Умеем пилить, умеем мерять, умеем пилить. Ну, четко. Мне нравится. Классно, классно. Представляете, каждый брус в вашем доме, а его вот сколько. Вот сколько. И каждый брус вот так прочерчивается, вот так вот карандашиком замеряется, прочерчивается карандашиком, и вот так вот идеально пилится. Каждый брус. Каждый вот такой паз. Вот если присмотритесь, там еле виден след от карандаша, и он четко-четко по этому карандашу пилит. Видите, след от карандаша, он виден. Он пропилил четко-четко по карандашу. Это мастерство. Вот каждый узел, если посмотреть. Видите, да? Вон чуть-чуть видно. Это мастерство. То есть уже не целится там, а сразу раз пропилил. Это уровень, это профессионализм. То есть не так, что если есть поговорка, если бы не мог, плотник бы сдох. Ну, понимаете, да, что? То есть пропилил, затыкал, не видно. Нет, у нас не так. У нас вот так вот. У нас все аккуратно. У нас все профессионально. Эта поговорка не для нас. Мы четко, красиво пилим, профессионально работаем. И вот этот профессионализм показываем, доносим, что мы умеем работать. Обращайтесь. Во-первых, наш заказчик видит, что даже скрытые работы, то есть и убежден, уверен в качестве дома. Качество хорошее. Ну и наши потенциальные заказчики. Хочу обратиться к вам, что вы получите, если закажете у нас дом, точно такого же качества. Мы работать умеем, мы будем стараться. Вот так.